Право журналистов присутствовать в зале судебного заседания. Еще до начала судебного заседания Ильнар Гимранов тщательно прятал лицо и просил суд удалить из зала прессу, но судья просьбу не удовлетворил. Согласно уголовному делу, не устраивало его и поведение бывшей жены после развода, причем до такой степени, что мужчина убил ее в ее же квартире в декабре минувшего года. У них осталась 6-летняя дочь. Смерть 32-летней женщины, как установила экспертиза, наступила от механической асфиксии. Следователи установили, убийство он решил замаскировать под суицид и повесил тело женщины на балконе. Забрав из квартиры драгоценности и деньги, скрылся с места преступления. Ущерб составил около 35 тысяч рублей. Когда Ильнара Гимранова задержали, он рассказывал, что потратил деньги на девушек легкого поведения и уверял, что экс-жену не насиловал. Все было по взаимному согласию. Убийство признал, но частично. Суд же посчитал большую часть его показаний несостоятельными. Отношения между бывшими супругами были явно не идеальными. К примеру, во время их совместной жизни Гимранов постоянно проигрывал деньги на азартных играх и, чтобы подправить свое финансовое состояние, выгнал дочь с женой на улицу, а сам продал комнату, в которой они проживали. Помимо убийства, изнасилования и кражи, мужчину обвиняли по статьям угрозы убийства и незаконное проникновение в жилище. Однако по этим двум статьям подсудимый был оправдан. В итоге его отправили в колонию строгого режима на 18 лет. Также он обязан выплатить матери погибшей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Айрат Назифов, Наиль Абдуллин, вызов 112.